Здравствуйте, уважаемые подписчики. В преддверии столетия автономии, принятия автономии, создания Якутской Советской Социалистической Автономной Республики мы проводим интервью с родственниками первых якутских большевиков, таких как Платон Аюнский, Максим Амосов и Степан Максимович Арджуков и других. Сегодня у нас в студии племянник большевика Степана Васильева, Эдуард Федорович Данилов, заслуженный работник народного хозяйства республики, ветеран партийной работы, почетный гражданин Нюрбинского и Горного улусов, краевед. Сегодня он даст интервью о жизни и деятельности его родственника Степана Васильева, который является одним из первых, как уже сказал, якутских большевиков, создавал вместе со своими соратниками нашу якутскую автономию советскую 99 лет назад. В следующем году будет 100 лет. Итак, Эдуард Федорович, для начала прошу рассказать про род Степана Васильева, откуда он происходит, как вообще он, с каких мест, где он родился, и вообще, насколько этот род его распространен по Якутии, и как дела обстоят с его родственниками, где они живут и так далее. В семье видного крестьянина, скотовода, уроженца Бордонска, слева Нюрбинского улуса Василия Васильевича Васильева, Жагосинова, местности Гнездо Орла, 17 декабря 1896 года родился мальчик. Его нарекли Степаном. Впоследствии он стал известным государственным политическим деятелем Якутии и вообще всего Советского Союза. Его родители, отец Василий Васильевич и мать Дарья Тимофеевна, очень хотели, чтобы их сын стал образованным человеком, хотя бы он стал писарем на слега. У Загашиновых в 1894 году родилась дочь, ей дали имя Анна. Однако мать Анны и Степана от долгой мучительной болезни скоро умерла, и чтобы воспитать малолетних детей, отец Василий Васильевич женился на молодую Поросковую Анисимову, от которой родились 3 сына Иннокентии и 2 дочери Марии. Я являюсь сыном старшей Марии Васильевны по мужу Даниловой, так что Степан Васильев мне приходится родным дядей по матери. Окончил я Якутский государственный педагогический институт, получил специальность преподавателя русского языка и литературы. Долго на педагогическом поприще не работал. Основная часть моей трудовой деятельности была посвящена советской партийной работе. Несколько лет работал председателем исполкома Ленинского, ныне Нюрбинского района, Совета депутатов трудящихся, первым секретарем городного райкома партии, аппарата областного комитета партии, Республиканского Холбас и правительства Республики Саха-Якутия. Ну, род Васильевых, Загашиновых составляет ныне много людей, родственников. Дед Степана Васильева был знаменитым кузнецом,
известном округе, и его звали Джалаган Ус, ну, кузнец Загаршидов. И записали метрическая книга фамилию Загаршинов. И от их рода много известных людей, ученых, советских партийных работников, ветеранов труда и так далее. Один из них, Афанасьев Дмитрий Егорович, был доктором технических наук, профессором. Один из племянников Степана Васильева, моя родная старшая сестра Мария Федоровна Васильева-Жандорова, отличник культуры. И один из племянников Степана Васильева, Васильев Карл Иннокентьевич, долгое время руководил комдракметом, заслуженный работник народного хозяйства. Одно время избирался депутатом Верховного Совета Республики Саха-Якутия. Так что род Загаршиновых, Васильевых продолжается, и его имя не забыто у родственников и своих земляков. Эдуард Федорович, вы долгое время и упорно и достаточно подробно занимаетесь изучением жизни и деятельности Степана Васильева. И уверен, что перебрали очень много материала. Степан Васильев работал в высоких должностях Советского Союза и в республике. И он работал в очень важной отрасли, как промышленность, поэтому молодая республика, она развивалась, ей нужны были материальные основы и такого вида, как добыча разных полезных ископаемых. Поэтому испытываете ли вы трудности в собирании материалов, насколько у них доля секретности у этих материалов, и в каких архивах вы работали, и сколько материалов перебрали? Это очень интересно, пожалуйста. Действительно, последние 30 лет я интенсивно работал по изучению революционной общественной деятельности одного из первых представителей революционеров большевиков Якутии Степана Васильева. Впервые к столетию со дня рождения в 1986 году я с доктором исторических наук Егором Егоровичем Алексеевым собрали архивные материалы и выпустили через Якутское книжное издательство первую книгу о жизни и деятельности Степана Васильева. Конечно, в первое время трудности были, поскольку Степан Васильев, особенно в годы становления и укрепления государственности, занимал очень ответственные должности в центральных органах партии и власти. Его документы в архивах хранились под грифом совершенно секретно, потому что до последнего времени, до выявления гласности, они не были доступны для широкого круга читателей. Как известно, Степан Васильев являлся депутатом СИК, Центрального исполнительного комитета СССР, второго созыва. 3 раза подряд на 15-м, 16-м, 17-м съездах партии избирался членом Центральной контрольной комиссии ВКПБ, работал председателем вновь образованного Центрального комитета профсоюза рабочих добычи и выработки светных металлов и золота. Год управления государством Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина центральные архивы немножко были приоткрыты. И в это время я как раз ездил в Москву с целью сбора архивных документов о работе Степана Васильева в центральных органах. Мне здорово помогло письмо тогдашнего президента республики Вячеслава Анатольевича Строва,
по данному вопросу. Он в свое время тогдашнему управляющему делами президента Российской Федерации Сергею Семеновичу Собянину, нынешнему мэру города Москвы, написал письмо с просьбой о разрешении мне работать в архивах Москвы. А Сергей Семенович, в свою очередь, дал указание допустить меня для сбора материалов о жизни и деятельности Степана Васильева руководству Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива социально-политической истории и архива города Москвы. Именно в этих архивах я впервые ознакомился с очень важными документами о московском периоде работы Степана Васильева. Как мы знаем, Степан Васильевич как раз в течение 11 лет с 1928 по 1939 год жил и работал в Москве и работал на очень высоких партийных, государственных, профсоюзных должностях. И по следам Васильева я много раз съездил по другим местам. В частности, я был в Коми Республики, где коротал годы заключения. Был я в Иркутске, работал там в архивах. Годичное отбывание Иркутской губернии в тюрьме. Степан Васильев активно работал в местных партийных организациях и после установления советской власти в Иркутске принял активное участие в организации комсомольской организации Иркутской губернии, избрался членом бюро Иркутского губернского комсомольской организации. И приехав в 1920 году вместе с Максимом Кировичем Амосовым начал организовывать комсомольские организации в своем родном крае Иркутской республики. Так что он и Раиса Израилевна Сугаль стоят на истоках создания комсомольской организации Якутии. Еще следующий вопрос нас очень интересует. Мы знаем по вашему интервью в газете, что вот вы работаете над переименованием улицы Автодорожной на имя Степана Васильева. Ну вот это очень хорошая работа, мы считаем, потому что наши вот такие люди должны, их имена должны быть увековечены также и на улицах. Их памятники они украшают наш город, его соратники Максим Амосов, Платон Аюнский, их именами названы наши улицы нашего города. В родном Улусе Степана Васильева есть школа, есть улица. Вот это очень хорошая работа. Вот посвятите нас, как продвигается работа в этом направлении. Надо сказать, увековечение памяти Степана Васильева довольно интенсивно проведено в родном Нервинском Улусе. В родном Бордонском Населе и в городе Нюрба его имя носят центральные улицы. Сперва Холкос, затем крупный коневодческий завод носили его имя. В центре города Нюрба ему поставлен бронзовый памятник, а в селе Малкай мраморный лист. И первой школе номер 1 присвоено его имя. А что касается столицы республики, увековечение его памяти фактически не проведено, если не считать установку бронзового памятника по инициативе его племянников у здания Комдракмет. Хотя Степан Васильев являлся одним из активных участников установления упрочения советской власти Якутии,
В 2020 году в качестве связного боевой дружины выезжал в Табагу на встречу с экспедиционным отрядом Рдзинского и рассказал им, как лучше подойти к городу Якутску. Благодаря этому ночью 30 июня 2020 года без большого кровопролития был освобожден город Якутск от белогвардейцев. Из тюрьмы были выпущены Максим Амосов с его друзьями. Так впервые в Якутске была установлена советская власть. Тогда Степан Васильев был назначен секретарем только что избранного Совета рабочих и солдатских депутатов. Впоследствии до выезда в Москву до 1928 года он занимал высокие государственные партийные должности. Был членом Ревкома, Норкомом рабоче-крестьянской инспекции, председателем комиссии партийного контроля и, наконец, председателем Совета народных комиссаров Якутской АССР. В центре столицы республики имена его соратников Максима Кировича Мосова, Платона Алексея Юнского, Сидора Никифоровича Барахова, Степана Максимовича Ржакова носят ряд улиц города. Только имя Степана Васильева почему-то до сих пор не присвоено улице города Якутска. Видимо, когда решался этот вопрос, молодые чиновники мэрии города Якутска и управления архитектуры спутали фамилии Васильевых. Степана Васильева и Сергея Степановича Васильева, известного общественного деятеля, писателя Сергея Баргонского. На наш запрос по этому вопросу молодые чиновники, не разобравшись в истории города, давали справку о том, что, мол, имя Степана Васильева присвоено одной из улиц в Новопортовском районе города. А на самом деле улица в Новопортовском районе города присвоена Васильеву Сергею Степановичу, писателю, общественному деятелю. Так что в городе Якутске сегодня нет и улицы его имени. В связи с этим от имени многочисленных родственников земляков Степана Васильева ставим вопрос о переименовании улицы Автодорожная города Якутска именем Степана Васильева. Символично, именно по этой улице 100 лет назад Степан Васильев выезжал на встречу с отрядом Аполлинария Рдзинского в Табагу, чтобы впервые установить советскую власть в Якутске. Однако этот вопрос пока еще не решен. Мы думаем и надеемся, наконец-то восстановится справедливость, и вопрос будет решен положительно и к столетию образования автономной республики Саха-Якутия. Между тем, Москва помнит славного сына якутского народа Степана Васильева. По решению комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры, мэрия Москвы 30 мая 2018 года организовал открытие мемориальной доски, установленной на стене дома номер 26 по улице Спиридоновка, где Степан Васильев жил 11 лет с 1928 по 1939 год. На церемонии присутствовали руководитель Департамента национальной политики межрегиональных связей мэрии города Москвы Виталий Сычков, поспред Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрий Куприянов, глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев, председатель Нюрбинского районного совета депутатов Сергей Евсеев, родственники Степана Васильева, земляки, проживающие в столице Родины, и гости.
хочется расставить точки над «и» все-таки в разных вопросах. Особенно вот нас интересует такой вопрос. Есть такое мнение, что Степан Васильев на собрании вроде бы был против принятия автономии. Пожалуйста, вы как знающий человек, давайте просветим наших якутян по этому вопросу. Вопрос представления автономии Якутии последовательно обсуждался на всех инстанциях партийного советского руководства страны и самой Якутии. В ходе обсуждения этого вопроса были довольно принципиальные расхождения, разногласия даже среди руководства Якутии. Многие, в том числе Степан Васильев, считали преждевременным предоставление автономии и предлагали шире проводить мероприятия по советизации, особенно в деревнях. До февраля 1922 года вопрос представления автономии Якутии последовательно, детально и, самое главное, демократично обсуждался на многочисленных заседаниях губернского бюро ВКВВ, пленумах, партийных совещаниях. На этих пленумах совещаниях на первом съезде ревкомов в октябре 1921 года очень терпеливо выслушивались мнения сторон, и решения принимались большинством голосов присутствующих. Максим Амосов, Платон Юнский, Сидор Барахов, Степан Аржаков последовательно выступали за статус автономной республики. Однако они уважали и другое мнение и решали вопрос коллегиально. Зная мнение своего соратника Степана Васильева, они дали возможность выступить с докладом на расширенном пленуме обкома партии. В коллективе этот вопрос опасен на повестку дня пленума. В июле 1921 года второе партийное совещание, и в октябре 1921 года первый съезд ревкомов высказались большинством голосов за поддержку представления Якутии статуса автономии в составе РСФСР. В это время в партийном кругу строго придерживались принципа демократического централизма. Степан Васильев, как порядочный, дисциплинированный коммунист, как только партийный советский актив большинством голосов поддержал вопрос о предоставлении автономии Якутии, стал активно проводить линию обкома и о предоставлении статуса автономии Якутии. И последующим он очень активно стал защищать вопрос представления автономии Якутии и критиковал других товарищей, которые отрицали представление автономии Якутии в это время. Так что он, хотя это действительно выступил от имени половины актива, но после принятия решения он стал активным сторонником представления автономии Якутии в составе Российской Федерации. Вот мы расставили точки над «и». Степан Васильев был не против автономии, а был против принятия ускоренных решений, да? А так все решения тогда проводились демократически, то есть коллегиально, на собраниях. И это очень хорошо. Принцип демократизма, он концептуально большевиками в то время использовался. Эдуард Федорович, еще следующий вопрос. И все-таки отгремела гражданская война в то время, которая унесла много жизней, была почти наполовину разрушено народное хозяйство,
сократилось поголовье скота, стране нужны были материальные средства, да, чтобы возродиться как сильное, могучее государство. И поэтому стал вопрос о возрождении промышленности. Особенно стоял острый вопрос добычи золота. Вот. Мы знаем, что Степан Васильев работал над созданием треста в Алдане по добыче золота. Пожалуйста, просветите нас по этому вопросу. После окончания Коммунистического университета имени Якова Михайловича Свердлова в Москве Степан Васильев был избран председателем контрольной комиссии обкома партии и назначен наркомом рабоче-крестьянской инспекции Якутской ССР. В это время решался вопрос о переизбрании треста Алдан-золота в союзный трест Якут-золото. Комиссию создания, созданной 100 Советом труда и обороны, с Якутии был включен Максим Кириллович Амосов. Однако для участия в работе союзной комиссии и для защиты интересов республики Максим Кириллович в апреле 1926 года вместо себя откомандировал Алдан своего верного соратника Степана Васильева. Степан Васильев в течение полугода безвыездно работал в Алдане и провел титаническую работу в защиту экономического интереса в республике, благодаря чему удалось в значительной степени более справедливо регулировать финансовые претензии Якутии по возмещению ее первоначальных затрат на открытие и разработку золотых приисков Алдана в 1923-1925 годах. Они были возмещены в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. В то время это были большие деньги, и эти средства были направлены для развития экономики республики. Степан Васильев 7 октября 1926 года на совместном заседании Бюро обкома и правительства Якутской ССР сделал доклад о работе комиссии 100 по вопросу о взаиморасчетах Якутии с трестом Якут-Алдан-золото. Затем Степан Васильев был откомандирован в Москву для продолжения работы по защите экономических интересов республики и по созданию союзного золотодобывающего треста Якут-золото, полагаемого промышленности Якутии и Сибири. Так что он стоял в стоках создания треста, союзного треста Якут-золото. Вот первые основы были заложены именно по добыче золота тогда, в то время, и вот 30-е годы оно стремительно развивалось, да, и вот даже были нужны уже не хватало кадров. Тогда уже были активно, начали вовлекать местное население. Эдуард Федорович, вы сегодня дали очень нам ценные сведения, которые останутся навсегда. И вот это интервью, мы уверены, поможет нашим людям, подрастающему поколению, брать пример вот именно с патриотов нашей страны, нашей республики, которые трудились, не покладая рук, для блага людей, да, для блага населения, для укрепления государственности. И это очень важная работа. На самом деле, вот, мы желаем успехов, мы очень благодарны и признательны, что вы вот, на этом поприще долгое время работаете, делали очень много. Желаем успехов в дальнейших вашей работе, чтобы у вас все там удавалось. И будем, как говорится, поддерживать вас в этом вопросе. Грядут уже юбилейные мероприятия
наших первых большевиков, в том числе и Степана Васильева, вот, в связи с столетием, да. И вот думаем, что мы вот такими нашими вот материалами делали вот какой-то вклад в их увековечение их имен, в том числе вот нашего земляка, одного из первых большевиков, одного из ярких вот таких личностей нашей истории Степана Васильева.